И знаете, мне бы хотелось назвать вас даже коллегами, как обычно я это делаю на профессиональных форумах, потому что я тоже мама, я уже бабушка. Естественно, вопрос воспитания и дисциплины волнует не только меня, но и теперь моих новоиспеченных родителей, которыми являются мои дети. Поэтому поднимите, пожалуйста, руки. Я сейчас только включу название, о котором мы сегодня будем говорить. Поднимите, пожалуйста, руки, кто сегодня утром встал, пошел, почистил зубы, попил кофе, без прикладывания к этому каких-то особых усилий. Чудесно, друзья, я не зря вас называю коллегами, потому что мы в голове запустили бесплатную дисциплину. А теперь давайте пройдемся по последней нашей с вами родительской неделе и вспомним, сколько раз за эту неделю наши дети, которых мы заставляли сделать что-то правильное, полезное и нужное, в ответ нам отправляли «не буду, не хочу, потом, не сейчас» или истерику. Ну, чудесно. И вот это называется дорогая дисциплина, за которую нам с вами очень сильно и много приходится платить. И вот об этом мы сегодня будем с вами говорить, потому что как врач-невролог, у которого уже 30 лет стажа, и человек, который не только изучает, но и корректирует работу мозга, я вам совершенно точно могу сказать, что дисциплина – это не черта характера и не врожденная какая-то история, а дисциплина – это созревание, физиологическое созревание наших нейронных дорожек в мозге. Это физиологическое созревание мозга ребенка, которое заканчивается, внимание, к 21 году, если вы все делаете правильно. И поэтому давайте сейчас с вами очень быстро и понятно, не зря же я перевожу нейронауку на простой и понятный. Это, кстати, моя рука. Мой дизайнер решил, что лучше всего пусть будет так, когда я показывала, как нужно нарисовать. Я вам очень быстро объясню строение мозга. Итак, смотрите. Поднимаем наверх руку, большой палец прячем внутрь, и сверху 4 пальца. И вот фактически все то, что нужно знать о мозге. Я это изучала 30 лет, мы сейчас с вами за 3 минуты. Запястье – это тот самый ствол мозга. Для понятности на картинке все написано. Это ствол мозга, где находятся наши жизненно важные центры, где находятся инстинкты. И если мы его пережмем и не дадим ему метаболических ресурсов, естественно, весь мозг засохнет. Большой палец – это лимбическая система. Это центр наших эмоций, центр нашего страха, центр нашей тревоги, центр всего того, что мы и наши дети чувствуют. И здесь разгон от «я хочу» до «я не хочу» меньше секунды. И 4 пальца сверху – это наша крышечка, или та самая префронтальная кора, которая отвечает за наши исполнительные функции, и которая у наших детей, дорогие мои коллеги, созревает к 21 году. И именно исполнительные функции – это умение принимать решения, умение контролировать свое поведение, о котором говорила Олеся только что, умение делать выводы из своих ошибок и двигаться к целям, доходя до них своевременно. Вот за это отвечает префронтальная кора, и она требует огромного количества ресурсов, 35% от общего количества нашего метаболического ресурса в целом. Так вот, смотрите, дисциплина – это всегда инвестиции в автопилот, буду объяснять, что это такое, но самое главное, когда наша лимбическая система закипает, а у ребенка она закипает очень быстро, крышечка отлетает. И тогда случается тот самый пожар, когда логика отсутствует напрочь, и когда наши доводы не слышат, а как часто наша собственная крышечка отлетает. И это первый вопрос, который нам нужно задавать себе как родителям, когда мы видим, что у ребенка эта крышечка не на месте, а она у них строится 21 год. Там происходят очень сложные процессы, о которых я буду сегодня рассказывать, и которые нам, друзья, с вами нужно будет учитывать. И если мы с вами представим мозг нашего ребенка как скоростной болид, почему я говорю о том, что дисциплина – это самая дорогая покупка в вашей жизни? Потому что
Та самая префронтальная кора, она строится 21 год, и образование нейронных связей там происходит ровно такое же количество времени. И в это время за все то, что мы называем дисциплиной, отвечает префронтальная кора, которая требует очень много ресурсов. И любое «надо» для вашего ребенка – это огромная трата энергии. Любое «надо» – это фактически история про то, что мы сжигаем весь ресурс префронтальной коры, который еще не построена. Но когда мы обучаем префронтальную кору, то происходит очень интересная история. За счет многократного повторения навык из префронтальной коры спускается в подкорку. И случается тот самый автопилот. И поэтому нам действительно с вами нужно время и понимание правил игры, чтобы этот автопилот случился. Потому что всегда есть два процесса. Первый процесс – это обучение. Когда, например, вы решили, что нужно научить ребенка чистить зубы или делать уроки ровно через час после еды, когда он пришел из школы. Включается префронтальная кора, и требуются осознанные усилия, чтобы ребенок это делал. Это очень дорого метаболически, это очень затратно. И префронтальная кора всегда, то есть наша крышечка, контролирует, чтобы было не место здесь каким-то ленивым процессом, чтобы удержать фокус внимания. Но когда уже обучение превращается в мастерство и навык спускается в подкорку, это называется передача навыка, случается удивительная вещь. Включается тот самый автопилот. И тогда дисциплина становится бесплатной, тогда префронталка отдыхает, и тогда, когда вы идете, например, утром чистить зубы, ваш мозг еще спит, но подкорковые ядра вас уже ведут чистить зубы и купаться. И поэтому, заканчивая вот эту историю про инвестицию и автопилот, я хочу сказать очень важную вещь, что дисциплина рождается в префронтальной коре как сила воли, но живет как навык в подкорковых ядрах. И для этого нам с вами нужно понимать, что до 21 года крышечка для нашего ребенка мы сами. Потому что дистанционный пульт управления и внешний тормоз у него еще не созрет. И если мы этого не понимаем, то мы требуем от ребенка непомерные, начиная от того времени, которое требуется ему для созревания, заканчивая теми правилами, которые мы ему диктуем, а он просто технически не может их выполнить. И поэтому давайте посмотрим, какие же уровни игры, чтобы ваш мозг сейчас не испугался очередного академического погружения в мозг, а понял, что же здесь на самом деле делается. Итак, у кого есть дети от 0 до 3? Или планируются? Вот у меня сейчас внук от 0 до 3. Да? Протокол внешний контур, я его так называю, уровень 0. Причем очень важно, если мы не проходим этот уровень, то на следующем нам будет крайне сложно. Как опять-таки был вопрос, что делать с ребенком, который не слушается маму, пропущены уровни игры. Но все можно отыграть. Итак, смотрите. Крышечка практически отсутствует. Макет. Ее еще нету. Работает только ствол. Выживание. То есть только орет мотор у этого болида. Да, там только настраивается вся система. И поэтому крик – это единственный способ сообщить, что у ребенка что-то не в порядке. Какие правила игры? Смотрите, ребенок до 3 лет вообще не может тормозить сам. Абсолютно. Поэтому ему объяснять, почему нельзя пользоваться телефоном, абсолютно бесполезно. То есть здесь правило коррегуляции. Что это такое? Это когда вы взрослый, устойчивый, большой человек, который демонстрирует максимальное спокойствие и преемственность своим решениям. А не так, сегодня телефон можно, а завтра телефон нельзя. И ребенок, он не может сам затормозить. То есть здесь сенсорное замещение. Что это значит? То есть вы не объясняете, вы переключаете на физический стимул ребенка. То есть вы не даете телефон, но при этом замещаете внимание ребенка чем-то другим. Вы не говорите о том, что телефон вредный или полезный, потому что, еще раз, крышечка сама не сработает. Вы просто устанавливаете такие правила, которые не позволяют ребенку брать то, что ему нельзя, и столько, сколько ему нельзя. Когда мы переходим на
Уровень игры 1, 3-6 лет. Да? То есть там протокол сенсорный алгоритм. Крышечка начинает формироваться, то есть префронтальная кора начинает потихонечку созревать. Она еще из картона, такой макет. И здесь импульсивность всегда быстрее логики. То есть лимбика, да, закипает мгновенно. То есть у ребенка разгон к «хочу» в 10 раз сильнее, чем разгон к «надо». Вот это очень важно понимать. И здесь ритуал важнее слов. Какие правила игры? Да? Здесь вы обучаете ребенка через тело. То есть когда префронтальная кора не созрета, тело работает прекрасно. Например, вы создаете иллюзию выбора. То есть не как именно делать, не надеть или не надеть куртку, а надеть синюю или красную, какую ты хочешь, выбирай. Ты будешь манную кашу или гречневую, а не так, ты будешь завтрак или не будешь. То есть вы создаете иллюзию выбора. Очень хорошо ребенку спускаются в виде кодов для подкорки различные карточки, различные напоминания, правила в картинках, когда у него везде есть напоминание, как, что и зачем ему нужно делать. Когда вы, допустим, хотите обучить его порядку, и чтобы он сам раздевался и вешал одежду, естественно, крючок должен быть на уровне его глаз, там, где ему удобно, чтобы он приходил и понимал, что, зачем нужно делать. А дальше у нас с вами идет уровень игры номер 2. 7-12 лет. И здесь протокол, который я называю логическим контрактом. Здесь созревает очень интересная часть мозга, которая находится между подкоркой и корой. Она называется передняя поясная извилина. И это наш детектор ошибок. То есть здесь уже в этом возрасте, обратите внимание, с 7 лет только у ребенка начинает созревать та часть мозга, которая отвечает за детекцию ошибок. Правильно, неправильно. Сделал, получил вот такой результат, какой после этого нужно делать вывод. И здесь формируется та самая база автоматизмов, которая в том числе закладывает и безопасность ребенка, и правила поведения в социуме, и правила поведения в коллективе. И вот здесь очень важно, да, настраивать ему алгоритмы. То есть здесь мы переводим как раз-таки вот эти осознанные усилия, которые нужны, чтобы закрепить тот или иной навык, в базальные ганглии, в подкорку. Что это значит? Это значит, что мы уже вот с этого возраста начинаем ребенка призывать через вопросы к аналитическому разбору ситуации. Например, что пошло не так, что привело к тому, что ты сейчас имеешь. Где наш алгоритм, например, сбора в школу дал сбой, и ты забыл сменку на физкультуру? Или как так получилось, где твой алгоритм дал сбой, что ты потерял ключи от дома? То есть включайте ребенка в процесс детекции ошибок. И когда происходит вот такая история, мозг получает невероятное удовольствие от того, что ошибка проработана. И вот это как раз-таки в том числе помогает избежать синдрома выученной беспомощности. Никогда мама кричит ребенку: «Вовочка, иди домой». Он говорит: «Мама, я голодный» или «Я замерз». Знаете, да, такой анекдот? А Вовочке 30. А весь вопрос в том, чтобы ребенок сам искал ошибку в своем алгоритме. И это становится возможно, еще раз, коллеги, с 7 лет. То есть если вы 5-летнего ребенка сажаете и говорите: «Почему ты обидел Машу? Давай поговорим о твоем поведении», так не работает. Нужно обучать, почему нельзя обижать Машу в таких ситуациях и как себя вести, если Маша себя повела иным способом. А вот уже с 7 до 12 мы как раз-таки уже обучаем водителя этого болида, да, пользоваться рулем. То есть мы возвращаем крышечку на место. Уровень 3. Вот здесь те самые ужасные подростки, которые вчера были нашими солнышками. По количеству телефонов я понимаю, что это крайне больная тема. И вот здесь как раз-таки история про то, что «Чё? Где? Да? Не хочу. Убери мою фотку со сторис». Да, вот это вот «Кто тебе давал право выкладывать мою фотографию?» То же самое, когда попросили мою фотографию семейную, а у меня мальчики, чтобы у меня все мальчики, я мать драконов.
Они не любят фотографироваться до сих пор. У нас нету общих семейных фотографий, где, ну вот как бы вот такая счастливая семья, потому что даже если есть, мои мальчики, это бородатые дяденьки, они всегда делают какое-то такое лицо, что мне даже неудобно это выкладывать куда-то. Вот, поэтому смотрите, 13-18 лет, да, автономия и ответственность. И вот здесь начинается очень интересный процесс. Почему ваши подростки, как вам кажется, превращаются в отвратительных людей, которые вас не любят, не уважают и не ценят все то, что вы для них сделали? Потому что здесь начинается капитальный ремонт префронтальной коры, той самой крышечки. Есть такое слово «прунинг». То есть вы наверняка все знаете, слышали слово нейрогенез, образование новых связей, нейропластичность. Это очень модные термины. Но сегодня вы точно от меня не сможете уйти, сказав, что вы ничего нового не узнали, потому что слово «прунинг» вы точно не знали. Я очень старалась, думала, какое же слово вам дать, чтобы вы гордились своими сегодняшними знаниями. Так вот, прунинг – это обрезка ненужных нейронных связей. Дело в том, кстати, этот процесс страдает у детей с аутистическим расстройством. Их мозг не может убирать лишнее, поэтому у них постоянно такая суета в голове. Так вот, у подростка начинается генеральная чистка мозга. И мозг обрезает, у нас есть специальные такие белки, которые обрезают в итоге ненужные нейронные связи. То есть как будто нитрометанол залили гормональный, да, в двигатель, руль отправили на капитальный ремонт. То есть представьте, да, нитрометанол в топливе в виде гормонов. Руль вообще снесен, потому что там идет процесс прунинга и установка взрослости. И здесь очень важно, что ребенок постоянно чувствует жажду статуса. То есть очень важно, чтобы его признавали. Поэтому он начинает вместо обучения выбирать общение, искать своих, свою стаю, уходить и так далее. Потому что мама говорит: ты меня позоришь в твоем возрасте, боже мой, как ты себя ведешь. И вот здесь правила игры. Очень важно вам превращаться из босса, который все рулил и контролировал, в инвестора. И программа должна быть, смотрите, сформирована самим подростком. Подросток, он никогда не примет ваши правила игры. То есть если программа действий не будет выбрана им самим, и вот ваша задача как инвестору помочь ему эту программу выбрать правильно, то, естественно, подросток с корнем вырвет тот руль, который не его. И любовь здесь будет совершенно ни при чем. И вот здесь, смотрите, какой протокол переговоров. Представляете, что вы бизнесмены. И здесь вы покупаете дисциплину подростка, то есть вы продолжаете этот процесс внедрения дисциплины, уже покупая этот процесс за его свободу и автономию в ответ на ответственность. В принципе, знаете, самая большая нейробиологическая ошибка воспитания в том, что как только мы начинаем помогать нашему ребенку строить его крышечку, а процесс занимает 21 год, да, мы очень быстро срываемся. Мы, например, неделю пытаемся внедрить дисциплину, месяц, потом записываем себя на психотерапию, потом отдаем его бабушке, и в итоге мы не выдерживаем. Что нужно делать, чтобы смочь выдержать? У вас у всех сейчас такой, да, вопрос в голове. Вам тут легко говорить. А попробуйте выдержать моего подростка. Что нужно делать, чтобы выдержать, тоже скажу. Так вот, как мы обмениваем? То есть вы не говорите о том, что у тебя в комнате такой бардак, как можно, быстро убери. Нет. Вы говорите о том, что окей, у тебя в комнате бардак, но это нарушает экосистему нашей квартиры. Потому что если из комнаты вони, мыши бегут, ну очевидно, да? Вот, поэтому если это нарушает экосистему нашей квартиры, у кого-то там бегут, да, мыши, судя по реакции. Вот, то есть, например, вы устанавливаете правило, что в комнате может быть все что угодно, кроме еды, которая там хранится более 3 дней, ну, например. Да? И говорите, что если это не выдерживается, тогда я не инвестирую в твою свободу, ну то есть, например, в твое достаточное время проведения на улице, в твое достаточное время пользования телефоном, я перестаю инвестировать в твою свободу больше, чем я могу это делать. То есть,
Друзья, у меня, кстати, будет для вас раздаточный материал. Там прям будут такой словарик для родителей. Ну, то есть как с каждым возрастом разговаривать по QR-коду. Но я сейчас повторю, но я вам для вас приготовила раздаточный материал, чтобы ваша префронталка не улетала. Да, лимбическая система не взрывалась. Боже мой, сколько всего она говорит. Вот. Так вот, еще раз. Я инвестирую в твою свободу ровно в том же объеме, в котором ты инвестируешь в свою ответственность за свою комнату, например. Потому что экосистема твоей комнаты влияет на экосистему нашей квартиры. И я не могу жить, когда тут воняет. А не так, что пока ты в моем доме, ты живешь по моим правилам. Так нельзя с ними говорить. Прекрасно. Тогда вы считаете в свою пользу и ограничиваете те инвестиции, которые вы ему оказываете. То есть вы же что-то инвестируете в своего ребенка, те же самые деньги, да, то есть даете, например, либо только на обед в школе, либо еще на то, чтобы пойти с друзьями посидеть, мороженое поесть, ну, условно. Подумайте, как вы можете, то есть это бизнес-процесс. То есть просто сядьте и посмотрите, сколько чего и как вы инвестируете в своего подростка, где ему требуется ваше разрешение. Вспоминайте, когда ваши подростки у вас деньги просят? Они же ангелы. Они же просто мамочка, папочка. Да, ну то есть вот здесь не к тому, что мы все сведем к деньгам, точно нет. А к тому, что подумайте, где они зависят от вас, как от инвесторов. И это прям хорошо сработает. То есть такой бизнес, свобода и автономия в ответ на ответственность. То есть у него ответственность за его комнату, чтобы она не нарушала ваше экопространство. Это не к тому, чтобы требовать там стерильной чистоты, пусть вот там хоть все гниет. Но, например, вы перестаете стирать его вещи, которые он вот так вот торжественно приносит, или гладить, или еще что-то. Подумайте. Это очень интересно будет домашнее задание. Но тут еще очень важный момент. Смотрите, вот когда мы говорим об уровне 3, автономия и ответственность, он самый сложный на самом деле для родителей, нам нужно понимать, что дофаминовая система – это то, что активно очень горит у ребенка в подростковом возрасте, жажда статуса, внимания, признания. Так вот, дофаминовая система бывает тоже двух видов. Это примерно как два болида, они тоже разные. Кто тут у меня гонками интересовался же, да? Есть драгстеры, да? А есть лиманы. Сразу видно, что я мама мальчиков, да? Я разбираюсь в болидах. Вот. Болиды есть двух типов. Драгстер – это спринтер, который сразу рвет за несколько секунд до 500 км в час. А болид для лимана – это болид, который очень такие марафонские дистанции, 24 часа можно спокойно ехать. Так вот, мозг наших детей тоже разделяется по этим двум принципам. Есть люди, и мы, кстати, вырастаем из этих же детей такими же, есть люди-спринтеры и дети-спринтеры, а есть дети-марафонцы. И вот с ними нужно тоже по-разному коммуницировать в плане достижения целей, внедрения дисциплины, поощрения и так далее. Поэтому я вам сейчас просто хочу предложить экспресс-тест, чтобы вы своего ребенка, здесь буквально 4 вопроса, протестировали. То есть вам нужно выбрать либо вариант А в каждом вопросе, либо вариант Б, который описывает поведение вашего ребенка в 80% случаев. По QR-коду этого не будет, но презентация будет загружена. Давайте я вам сейчас просто тогда продиктую, если вам не очень хорошо видно, и вы прям себе в блокнотиках ставьте заметочки. Кстати, в блокнотах там есть еще одна инструкция для вас, как быстро себя привести в порядок. Такая нейроинструкция для родителей, когда ваша крышечка отлетает. Когда подросток творит жесть, уровень 0 орет, мужа еще нету, он на работе, а вам что-то нужно делать. Там три таких очень быстро приводящих в порядок мозг техники в ваших блокнотах. Так вот, смотрите, давайте посмотрим. Значит, реакция на новую задачу или на новое какое-то интересное дело. Как у вашего ребенка? Загорается за секунду, бежит,
но потом быстро бросает. Или же наоборот, долго присматривается, оценивается, но если уже включился в задачу, то будет прям ковыряться до победного момента, главное ему не мешать. У кого первый вариант детей, у кого второй. У кого за все хватается, но быстро перегорает. Кстати, себя можете тоже так же протестировать, у вас точно так же. Либо долго присматривается, сомневается, но если начал, ковыряется до победного. Когда вы говорите «нет», да, то есть мгновенная вспышка, крик, ор, но через 15 минут снова небо без тучек. Либо долгое нытье, ну вот, такая мама, не у той мамы родился, да, не в той семье и так далее, и будет несколько часов, а может быть и день дуться. Если задача, и никто не признается, смотрите, у кого какие дети, да, все хранят в секрете, но вы все равно посчитайте. Значит, если задача долгая и однообразная, например, какие-то каллиграфические прописи, то либо умирает от скуки, быстро вертится, отвлекается, либо будет монотонно работать при условии, что он поймет алгоритм, и его никто не будет дергать. Ну и четвертое, внезапная смена планов. То есть, например, вы хотели пойти сегодня с ним погулять, забыли, что форум, утром вспомнили и говорите: слушай, я на форум, а потом, значит, с тобой. Либо он быстро включился в эту смену планов, либо он будет очень долго протестовать и вспоминать вам. То есть вот если в итоге больше ответов А, то ваш ребенок имеет такой тип дофаминовых рецепторов, который обеспечивает ему такую короткую дофаминовую петлю. Он спринтер. Это не хорошо, не плохо, это просто особенности, которые нужно знать. А если больше ответов Б, ваш ребенок марафонец. И вот что характерно для мозга спринтеров? Еще раз говорю, и взрослые вырастают из таких же детей. То есть вы тоже либо спринтеры, либо марафонцы. То есть у спринтеров нейробиология работает на таком высокооктановом бензине. То есть сначала мощный рывок, но потом быстрое истощение. И поэтому здесь, когда вы выстраиваете какую-то задачу своему ребенку, должны быть очень короткие дистанции с частой валидацией его успехов, побед, результатов. То есть вы не выстраиваете ему план на год. Может быть, даже вы не выстраиваете ему план на четверть. Вы выстраиваете ему план на неделю. И прям каждый день замечать его победы. Если, допустим, ваш ребенок марафонец, то здесь очень инерционная дофаминовая система, и он очень долго разогревается, как тот болид для Лимана, но очень долго держит нагрузку. И здесь очень важно для такого ребенка предсказуемость. Он должен очень четко понимать не только карту дня, но карту недели, карту месяца, что, где, когда, зачем. И здесь защита от резких перемен должна быть. И здесь самое главное – обеспечить ребенку тот ритм, вот, о котором говорила Олеся. То есть детям-марафонцам очень важно для того, чтобы они впряглись в процесс и начали что-то делать, обеспечить максимально, прежде всего, режим дня, режим питания и понятные, предсказуемые в будущем какие-то планы. Ну, то есть, чтобы он точно понимал, что, как, зачем. И вот тогда такие дети, если правильно вы их распознали и правильно организуете им режим дня и движение к их целям, вы их не остановите. Потому что если марафонцу навязать план спринтера, ничего не получится. Ровно так же, как и спринтеру невозможно навязать план марафонца. А потом все ставят лишние диагнозы СДВГ и приходят с огромными гипертрофированными анкетами, а этих диагнозов, в принципе, там нету. Но почему игра может пойти не по правилам, друзья? Потому что на самом деле все понятно, да, созревание мозга, значит, этапы игры, вроде как все понятно, вроде как все делаю. И, может быть, даже вы меня сейчас слушаете и думаете: да я же все так делаю, я же так все и говорю, я же так все организовываю, я же грамотный родитель, я же там не с необитаемого острова свалился. И есть два условия, почему игра может пойти не по правилам. Первое – это энергетический статус вашего ребенка. Дело в том, что тот самый первый блок мозга, да, помните, который, если мы пережмем, весь мозг засохнет. Он в нейропсихологии так и называется: первый блок или энергетический блок.
Дело в том, что процесс миелинизации, то есть когда у нас дисциплина, вы помните, да, зарождается с помощью силы воли в префронталке, в коре, в крышечке вернее, и спускается в виде навыков под корку, процесс занимает время, метаболические ресурсы, и что в итоге происходит? Новая нейронная дорожка должна обрасти миелином. Это такая изоляция для нервных волокон, по которой бегает электрический сигнал. И чем этот миелин толще, тем сигнал идет быстрее, тем больше, вернее, быстрее это превращается действие в автоматизм. Но для того, чтобы этот миелин у нас образовывался, нам нужна метаболическая база. Да, огромное количество молекул АТФ, глюкозы и всего прочего. Поэтому, если ваш ребенок находится в хроническом стрессе, например, в семье идет стрессовая ситуация или в школе, если у него недосып, если он постоянно в гаджетах, то крышечка будет отлетать автоматически, потому что дисциплина в истощении – это биологический абсурд. Поэтому, если у вашего ребенка не налажен режим дня, бесполезно приучать его к дисциплине, к правилам и ко всему прочему. Бесполезно водить его к психологам, бесполезно читать ему нотации. Потому что, еще раз, любое действие, любое решение, особенно которое вы внедряете на автопилоте, требует метаболической цены, метаболических денег условно. Если на карте у ребенка 0, то, естественно, ничего не получится. И второе условие – это устойчивый взрослый. Я не устану повторять, что рядом с ребенком должна быть взрослая доминантная особь. Воспитывать ребенка – это не про дружбу с ребенком. Это про то, что есть устойчивый взрослый, который отражает ему и систему мира, и внешнее спокойствие, и то, что в принципе происходит вокруг, переводит на язык смыслов через свое тело, поведение и эмоции. У нас в мозге есть, и у нас, и у наших детей такие клетки, которые называются зеркальные нейроны. И эти зеркальные нейроны, опять-таки у детей с аутистическим расстройством, с ними проблема. Так вот, эти зеркальные нейроны, они отражают эмоции других людей. Эти зеркальные нейроны, они помогают нам без слов понимать, что происходит с другим человеком. Это называется эмпатия. Да? И вот наши дети нас считывают очень хорошо через эти зеркальные нейроны. И здесь вы можете говорить одно, но при этом транслировать своим состоянием другое, и зеркальные нейроны считают именно это другое. И поэтому представьте, да, то есть если у вас у самих унесло крышечку, вот прям запомните этот жест, да? То есть если у вас у самих унесло крышечку, то мозг ребенка будет считывать угрозу и отключать префронтальную кору, потому что в стрессе обучаться невозможно. В стрессе наша единственная задача эволюционная – выжить. Либо напасть, либо убежать. Как часто у детей я встречаю такие истории, которые ко мне приводят на консультацию, как к неврологу каждый день. Это называется аутоагрессия. Ребенок грызет ногти, ребенок обрывает кожу вокруг ногтей. Есть такие дети фантомасы, да, которые выдергивают брови, волосы, крутят одежду, да, сосут воротник, выдергивают в ноль все ресницы. Это называется аутоагрессия. Это когда ребенок, в силу того, что он маленький, а вы большой, не может на вас напасть, и он нападает на самого себя. Потому что он считает, что если он себя плохо ведет, то система его исключает. Раз он не нравится маме, значит, он плохой, потому что для ребенка любовь и безопасность – это одно и то же. И поэтому ваше умение работать со своим стрессом, почему я в блокнотах вам как раз-таки вот эти вот 3 нейротехники дала, которые именно с нейронаучного перевела на понятный. То есть, чтобы вы за 2 минуты могли погасить свою лимбику и крышечку на место поставить. Да? Вы же все старше 21 года, да? Ну, то есть нету никакого оправдания, почему крышечка не на месте. Если, конечно, только не дементивные процессы начинаются, и крышечка так вот растворяется. Вот, поэтому ваше умение работать со своим стрессом – это заземление всей системы, чтобы навык у ребенка, который вы внедряете из коры спустился в подкорку, превратился в привычку, потому что дисциплина – это привычка. По сути, дисциплина – это привычка. За нее отвечают базальные ядра или подкорка, и она абсолютно бесплатная.
И самое главное, что когда человек уже владеет этим навыком, этой дисциплиной, что происходит? Он не тратит энергию на то, чтобы выбирать между сделать или не сделать. Он сохраняет время и энергию на то, что важно ему, чтобы двигаться к большой цели. А почистить зубы или не почистить, пойти на тренировку или не пойти – это уже автоматический навык. Поэтому устойчивость ваша, как взрослого, это как раз-таки та валюта, за которую вы покупаете будущее своего ребенка. И это, правда, очень долгая инвестиция. 21 год, да, если бы мы знали, не подписались бы, правильно? Вот. Но проценты очень-очень в нашу пользу. Поэтому инвестировать, конечно же, мы такие венчурные инвесторы, которые родили детей, не зная, что нас ждет, но надеясь на то, что ждет все-таки что-то хорошее. Хотя, знаете, поделюсь с вами фразой моего младшего сына. Она меня в свое время до слез прям тронула. У него брали интервью, он достаточно успешный бизнесмен, у него брали интервью, и когда его спросили о том, кто там у него такая ролевая модель, кто там, чьи книги он читает, например, кто его вдохновляет, он говорит, знаете, а он учился на тройке, правда. Ну, то есть вот старший отличник, а младший такой. Я докторскую писала в то время. Вот. И он говорит, вы знаете, я не очень много читал таких мотивирующих всяких книг, но для меня главный мотиватор – моя мама, потому что я видела, как она шла, падала, поднималась, шла, падала, поднималась, продолжала идти, но она никогда не сдавалась. И поэтому, когда мне мои ровесники, друзья, мужики говорят, что у них что-то не получается или они устали, я всегда рассказываю про свою маму, которая никогда не сдавалась, хотя очень сильно уставала. И знаете, я точно верю, что мы все своим поведением, реакциями и отношением к сложностям закладываем детям ту программу, которая потом будет для них основой. Поэтому еще раз, дисциплина – это переход от дорогого ручного управления, когда вы выполняете роль префронтальной коры, той самой крышечки для своего ребенка, к бесплатному автопилоту. И третий этап успеха – это наполненный энергией мозг ребенка, потому что для того, чтобы строились новые нейронные связи, нарастала миелиновая оболочка, и навык сверху спускался вниз. Нужна метаболическая поддержка. Это ваша личностная устойчивость, и это знание правил игры по возрастам. Играть с подростком, как с 7-летним, тупиково, и играть с 7-летним, как с подростком, совершенно точно бесперспективно. Поэтому я вам всегда хочу сказать одну вещь, когда говорю о дисциплине. Дисциплина – это не про ограничение скорости, это про то, чтобы подарить ребенку руль. Но этот руль нужно уметь выстроить вместе с ним, а не вместо него. Вместо него только до 3 лет, потом уже вместе с ним. Поэтому здесь по QR-коду как раз-таки инструкция вот тех самых фраз, как правильно говорить с ребенком в каждом возрасте. Можете пройти, посмотреть, скачать, пользоваться. В ваших блокнотах есть как раз-таки антистрессовые техники. Что-то свой телеграм-канал я сюда не прикрепила, но если кому-то нужно будет, у меня есть на визитках, я с вами поделюсь.